Имомуддин Саторов, сафири Тоҷикистон дар Русия, 22 сентябр бо Григорий Каразин, муовини вазири умури хориҷии Русия, ҳодисаи шаби 20 сентябр дар маркази тиҷоратии Москваро баррасӣ кард. Тарафҳо ба ин натиҷа расиданд, ки тамоми чораҳоро хоҳанд дид, то ба ин монанд ҳодисаҳо минбаъд рух надиҳад. Шаби 20 сентябр посбонҳои маркази тиҷоратии Москва муҳоҷири тоҷик Наврӯз Зикировро мавриди латукоб қарор доданд ва ӯ дар ҳолати вазнин ба бемористон интиқол ёфт. Ба дунбол гурӯҳи муҳоҷирон барои эътироз дар назди бозор таҷаммӯ карда, полис чанди аз онҳоро боздошт ва ба идораи полис бурд. Полиси Москва мегӯяд, нисбат ба ҳодисаи латукоби шаҳрванди Тоҷикистон бо иттиҳоми латукоб ва авбошӣ парванда боз кардааст. Аз ин пештар шӯрои вобастаи раисҷумҳури Русия оид ба рушди ҷомеаи маданӣ ва ҳуқуқи инсон аз вазораткорҳои дохилии Русия хост далели латукоби шаҳрванди Тоҷикистон дар маркази савдои Москва ва боздошти оммавии шаҳрвандони ин кишварро тафтиш кунад. Центр Москва в Люблино, где ночью произошел конфликт мигрантов и охраны, силовики все еще держат значительные силы. Чуть больше часа назад там прошли очередные задержания. И сейчас ситуация в УТЦ спокойная. А я напомню, что накануне поздно вечером на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием десятков мигрантов. Из-за чего произошел конфликт, знает Виталий Кармазин. Они дробили камни и собирали бутылки. Толпа мигрантов даже после того, как рынок закрылся, не хотела расходиться. ОМОН оцепил половину улицы. Бойцы Росгвардии не допустили нарушения порядка. На рынке еще с утра усиление, вооруженная охрана. За воротами еще и бойцы Росгвардии. ОМОН выставил несколько автобусов на выезде с территории торгового центра. Вынужденные меры после драки, которая случилась здесь этой ночью. С одной стороны забора сотни мигрантов, с другой охрана. По некоторым данным, конфликт разгорелся из-за грузчика, которого охранники заподозрили в воровстве и якобы попросту избили. Он попал в больницу. Оказался в больнице. Он нашли в мусорном ящике. Замотана была белая материя. Совершено было преступление на территории рынка Люблино, торговый центр Москва, который это рынок для нас является давным-давно. И благодаря нашей обращению это криминальная точка. После инцидента к рынку приехали сотни соотечественников пострадавшего. Полиция задержала почти 90 человек и возбудила 2 уголовных дела. Одно за хулиганство против зачинщиков массовой драки, второе против тех, кто избил грузчика. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данных преступлений, установление лиц, их совершивших. В распоряжении нашей программы оказалось видео, на котором предположительно тот самый пострадавший, он уже дал первые показания следователям. Я Закиров Навруз Махмадлоевич. Год рождения? Год рождения 1999 году. 1990? Да, 1999 году. Со мной все в порядке, жив-здоров? Да, я сейчас на больнице. Утром появилась еще одна версия произошедшего. Ее высказал президент Федерации мигрантов России. Вчера, соответственно, один из работников рынка вышел за территорию, ему стало плохо. До сих пор непонятно, то ли просто сплохел, то ли у него эпилепсия. То есть его увезли в больницу. Правда, соотечественники пострадавшего этой версии не верят и уверяют, причина всему система поборов, которая существует на рынке. Рабочего здесь убили за то, что он деньги не дал им. Он брал и деньги не дал. Почему он неправильно говорит? Как рассказали сами мигранты, основная их работа – переноска грузов. Прибыльное дело. Слушай, не подскажешь, а с кем у вас обычно разгрузки договариваются? Сколько это стоит? 200 или 150 рублей. Вот такой мешок. Большой? Вот это сколько примерно стоит? 200 рублей. 200 рублей. В день через рынок проходят миллиарды рублей. Торгово-ярмарочный комплекс «Москва» – один из крупнейших подобных центров столицы. Открыт 20 лет назад. За это время разросся до 300 тысяч квадратных метров. Это только помещение, плюс еще прилегающая площадь. Неудивительно, что штат охраны около 1000 человек. Грузчиков еще больше – 6000. 6000 грузчиков тут работает. Каждый грузчик есть патент, есть документ. И мимо него платит 700 рублей. За то, что каждый день грузчик работает. Платят якобы своим же мигрантам, приближенным к местным владельцам. С 2014 года? Да. И уже тогда говорили, что их заставляют платить? А сколько, неизвестно? От 150 до 800. В любом случае, теперь в этой ситуации будут разбираться сотрудники полиции. Они и сейчас несут усиленную службу рядом с торговым центром. Виталий Кармазин, Андрей Скрипелев, Анастасия Некрасова и Татьяна Прокуратова. Вести. Дежурная часть.